История такая любопытная, потому что наша мама, Людмила Николаевна, мама моя и моей сестры-близнеца, Любови, она дружила с Лилией Михайловной Пажи, которая была директором нотного магазина на Невском. В этот магазин приходил мальчик, скромный, провинциальный мальчик, застенчивый, сказать, слушал музыку, перебирал ноты. Часто у него не было денег на приобретение, и Лилия Михайловна ему играла. И она подумала, познакомившись с ним, она подумала, что ему, наверное, одиноко, нет сверстников, а, так сказать, вспомнила, что у ее подруги, нашей мамы, есть двое детей примерно того же самого возраста. И она решила нас познакомить, и пригласили Рудика к нам на обед. Он пришел часа в 3, просидел до 12 часов ночи, даже, по-моему, до полвторого ночи. И вот мы, так стали друзьями. Просто, ну, Люба, мало того, что она очень красивая, была и есть, но она еще и занималась балетом, интересовалась балетом. А вообще-то мы, наш круг, он был такой, как бы, увлеченный литературой, живописью, музыкой, культурой, вообще не только, так сказать, своей специальностью, да, инженерной, но был такой широкий круг общения в городе с поэтами, с художниками. И я думаю, что Рудольфу было интересно то, что мы знали, читали. Все-таки он вырос в другой семье. У нас был такой некоторый, как бы, культурный багаж за плечами. Поэтому было интересно. Вот я думаю, это нас, сблизило, наш общий интерес к общей культуре.